Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. 28 лет прошло со дня начала мартовского наступления по освобождению Сухума, которое, по признанию ветеранов, считается самым тяжелым за всю историю Отечественной войны народа Абхазии. Операция, начавшаяся в ночь с 15 на 16 марта 1993 года, не имела успеха. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. В день памяти погибших в мартовском наступлении в Сухуме состоялась традиционная церемония возложения цветов, в которой приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, спикер парламента Валерий Кварча, ветераны войны, матери погибших защитников Отечества, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, депутаты Народного собрания, члены правительства, общественность. 15-16 марта 1993 года абхазские солдаты попытались освободить столицу нашей родины Сухум. Однако операция не увенчалась успехом. В мартовской операции погибли 222 человека, 23 считались пропавшими без вести. Мартовская операция по освобождению столицы – одно из самых трагических событий в летописи Отечественной войны народа Абхазии. Ни в одной боевой операции с начала войны абхазская армия не несла такие ощутимые потери. Удачно начавшееся наступление закончилось трагически. Наши бойцы вовремя не получили подкреплений и попали в окружение. 3 дня и 3 ночи без еды и питья они сражались, проявляя чудеса храбрости. В эти дни по всей стране проходят памятные мероприятия. Почтить память героев и возложить цветы в парк славы пришли президент Аслан Бжания, другие руководители страны, ветераны, матери погибших, школьники. Освободить Сухум любой ценой. С таким настроем шли в бой абхазские воины. Ветеран Рудик Зедба – один из тех, кто осознанно шел на смерть. Ему было 22 года, когда по пути на учебу в Москву он и его друзья в поезде услышали по радио, что в Абхазии началась война. Ребята вернулись обратно защищать родину. Рудик Зедба – боец группы «Щаратын». За время войны было немало кровопролитных боев, но мартовское наступление оказалось самым тяжелым, вспоминает ветеран. 15-16 марта 1993 года он и его однополчане ждали приказа от командира. В 5 утра их группа начала наступление с Верхней Шерского моста. Оттуда мы должны были пойти, но мы все, немало было нас, молодых ребят, очень много было. Пока до моста дошли, снаряды, ребята молодые погибли. Ну, когда дошли до моста, уже рассвет был. Мы что-то опоздали, не знаю, как приказ был тогда. И на мосту встретили нас. Группа была, как называется, сейчас точно не помню, возглавлял Гиви Адлиба. Их было 11 человек тогда, и они встретились раненые уже. Разведка была. Они нам сказали: не пойдите, ребята, неудачная все эта попытка, не стоит туда идти. Они уже перешли мост, и навстречу рано утром сюда уже с ранеными нас встретили. В нашей группе единственный, кто мост перешел, это был бедный Омар Качпа. Он перешел, и обратно, когда вот это все встретили, и он вернулся, ребята говорят: не стоит туда идти, все, провал операции. После этой информации бойцам пришлось остановиться. Они целый день пролежали на бетоне, на камнях в ледяной речке, так как практически каждый из них был под вражеским прицелом. Местность, где проходили боевые действия, была достаточно открытой. В тот день, кажется, и сама природа была против наших бойцов. Выпал снег, было очень холодно, вспоминает Рудик Зедба. Кто где, кто камни, кто бетоны, вот так каждый, ну, чтобы пулю не ловить, кто лежал, кто, ну, вот так. А вечером уже дали приказ обратно, вечером мы уже обратно поднялись. Ну, в тот день мы потеряли ребят немало. В Сухум абхазских бойцов ввела мечта, желание войти в свободную от врага столицу. Любыми путями надо зайти в город, взять столицу. Никто не думал о смерти в тот момент. Вот фактически все молодые ребята, 20 лет, 19 лет, 18 лет. У нас было и 15 лет, мы старались их не брать, но они все равно догоняли.
Сюда, к мемориалу в Парке Славы, ветераны Рудик Зетба и Заур Адлиба пришли вместе. В мартовском наступлении Заур не участвовал, но прошел всю войну на Восточном фронте. До 1986 года жил в России. Но когда началась война, вернулся на родину. Воевал в штурмовом батальоне «Сова». Каждый раз, приходя сюда, он вспоминает своих боевых товарищей. Валера Чичхаля, Кирчалович. Это взрослый мужик на то время был. Таких патриотов я вообще никогда не встречал. Он был настоящий патриот. Я с ним встретился в Черкесске после взятия Гагры. Я по какое-то задание в Черкесске, в Чечне, в Грозном. Я по какое-то задание поехал туда. И встречаю его там, он с чеченами приехал в Чечню, да, после взятия Гагры. И я ему говорю: ты что здесь? Да надо нам на восток ехать. Поехали вместе. Хорошо, мы договорились с ним ехать вместе. У нас мой груз был, загрузили вертолет, ждал вылет вертолет. И неожиданно дали нам команду: вылетать надо. А наши паспорта в гостинице в Кавказ, в Грозном были. Он говорит: слушай, а как без паспортов? Паспорта же наши там. Войну выиграем, нам паспорта не нужны будут эти с грузинскими там листочками. Мы будем абхазским паспортом пользоваться. В общем, мы оставили свои паспорта там и вот вернулись. На Восточном фронте были с ним. Группа «Ислам» называлась моя группа. Вот. А потом его племянника, он говорит: я слышал, племянника ранили, я должен выехать туда, в Гудаутскую. Вот. И он в Гудаут и полетел, потом здесь с какой-то командой сомкнулся. Естественно, он без войны не мог, война идет. И потом уже, слышу, погиб. Вот здесь похоронен. Школьники и студенты, пришедшие почтить память героев, говорят о том, насколько важно перелистывать страницы истории, помнить трагические и вместе с тем героические события тех дней. Саида Мамасова родилась уже после войны, но она коснулась ее. В мартовском наступлении погиб единственный брат моей матери, то есть ему было 22 года. Он был единственный сын. Его звали Сыкверя Ираклий Кирмитович. Март 93-го навсегда остался в истории абхазского народа черной датой. Но наши герои живы, пока мы помним о них и чтим то, за что они отдали свои жизни. Гугут Савардания, Тимур Гогохи, Алексей Агухава. Абхазское телевидение. Память погибших в мартовском наступлении защитников Отечества почтили во всех районах страны. В церемонии возложения венков и цветов в Гудауте приняли участие ветераны Отечественной войны народа Абхазии, матери погибших, руководство районной администрации, общественность и школьники. 28 лет прошло. Наши ребята сделали все возможное и невозможное. Наступление 15-16 марта физически были подготовлены. Духом были настроены, но не получилось. И я сегодня считаю, что они не зря погибли. У нас сегодня свобода. У нас будущее впереди. Наше будущее поколение должны знать, что их отцы и братья и сестры сделали для освобождения нашей страны. В Абхазском государственном университете почтили память погибших воинов в ходе мартовской операции. Ректор Агуале Когварамия, профессорско-преподавательский состав и студенты возложили цветы к памятнику погибшим во время Отечественной войны народа Абхазии, установленному во дворе университета. Здесь же прошел митинг, посвященный памятной дате. 94 студента и преподавателя высшего учебного заведения погибли, защищая родину в 1992-1993 годах. Сегодня молодые люди, обучающиеся в АГУ, склоняют головы перед их подвигом. К другим новостям. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 261 человека. Диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 40 человек, в тяжелом состоянии 9 пациентов. В Сухумской инфекционной больнице 16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Очимчирской ЦРБ 3, в Корчалской ЦРБ 1 человек, в Гагарской ЦРБ 10
10 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 121 человек. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12 560 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Задержан подозреваемый в разбойном нападении на дополнительный офис Амробанка Алхаз Квициня, 1983 года рождения. Он водворен в ВВС. Как сообщает пресс-служба МВД, следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных соучастников преступления, продолжаются. 10 марта 4 лиц в масках совершили вооруженное нападение на сотрудников дополнительного офиса Амробанка, завладев денежными средствами в размере 1 021 000 рублей. 15 марта в селах Очимчирского района разгорелись лесные пожары, охватившие площадь в 36 гектаров. Причиной стало возгорание сухостоя в селах Илыр, Акуаске и Мук. Вечером 15 марта весь личный состав пожарно-спасательной части по охране Очимчирского района был задействован в тушении природных пожаров. Причем в село Мук пожарным и спасателям пришлось выезжать трижды. Из-за труднодоступности очагов возгорания немалую часть пожаров тушили вручную. Все возгорания полностью ликвидированы, сообщается на официальном сайте МЧС. Указом президента Абхазии Аслана Бжания за вклад в развитие сельского хозяйства и высокий профессионализм Амирану Джинжоля присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Абхазия». Приказом исполняющего обязанности министра обороны Абхазии генерал-полковника Беслана Цвижба министр иностранных дел Даур Кови награжден медалью Министерства обороны за поддержание мира в Абхазии, за большой личный вклад в достижение международного признания Республики Абхазия. Министерство туризма Абхазии принимает участие в 27-й международной выставке туризма МИД, которая проходит в Московском выставочном центре Крокус Экспо с 16 по 18 марта. МИД – самая крупная туристическая выставка в России и странах СНГ. В этом году в ней участвует более 200 стран. Наша республика принимает участие в престижном туристическом форуме уже в 5-й раз. Абхазскую делегацию возглавляет министр туризма Теймураз Хишба. Стенд Абхазии – один из самых больших и посещаемых стендов всей выставки. По мнению министра, это прекрасная возможность продемонстрировать туристические преимущества республики и привлечь в Абхазию больше гостей. Павильон Абхазия посетила глава Ростуризма Зарина Дагузова. Там же состоялась ее встреча с Теймуразом Хишба. Главы туристических ведомств обсудили вопросы взаимодействия в сфере туризма и подписания меморандума о сотрудничестве. В рамках этой выставки происходят новые встречи, новые контакты, которые положительно будут сказываться на всей туриндустрии Абхазии. Это для нас очень важно. Также хочется отметить, что к Абхазии большой интерес. Этого, в принципе, и следовало ожидать, учитывая определенные особенности современного туристического бизнеса. Абхазия занимает особое место для россиян, и мы уверены, что в этом году большое количество гостей приедут в Абхазию. Абхазия ждет гостей, Абхазия готовится. И мы предполагаем, что сезон 2021 года качественно изменит всю туриндустрию Абхазии в самую положительную сторону. Ежегодно в третий вторник марта во всем мире отмечают Международный день социальной работы. Главный залог эффективности социальной работы – это тесное межведомственное сотрудничество. От этого во многом зависит благополучие социально уязвимых слоев населения. Наша съемочная группа посетила Гулрыбское отделение службы социальной поддержки детей и семей при Министерстве соцобеспечения и демографической политики. Здесь на учете 200 социально уязвимых семей, а всего по стране более 600. Сария Кварасхеля продолжит тему. Служба социальной поддержки детей и семей была основана в 2017 году в 3 районах Абхазии по инициативе Министерства труда, занятости и социального обеспечения, а также Сухумским офисом детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Уже с июля 2019 года отделения службы стали работать во всех районах Абхазии. С самого начала нашей работы мы занимались усиленным информированием всех учреждений и структур
работающих в сфере защиты детей и семей, о том, как работает служба, о ее возможностях, для того, чтобы наладить сотрудничество. На сегодняшний день мы замечаем, что сигналы поступают зачастую поздно, что усложняет процесс работы, поэтому мы пытаемся применить различные инструменты для того, чтобы усилить выявление, чтобы помощь была своевременной. В любой стране есть люди бедные и богатые. Вопрос, в какой пропорции. Бедность определяют как отсутствие материальных средств для полноценного и здорового существования. За этой чертой находятся многие многодетные семьи. Семьи с больным ребенком, инвалиды и пенсионеры, не имеющие возможности работать. Бедность не позволяет человеку полноценно участвовать в жизни общества и раскрыть свой потенциал в полной мере. Очень печально, когда дети из малообеспеченных семей при одинаковых способностях имеют меньше шансов добиться успехов, чем их сверстники, проживающие в семьях с достатком. Поэтому главный залог эффективности социальной работы – это тесное межведомственное сотрудничество, так как только сообща специалисты по социальной работе вместе с другими специалистами, работающими с детьми, могут способствовать решению проблем, с которыми сталкиваются уязвимые семьи. Поэтому службы работают в тесном контакте с районной больницей, школами и ДОУ районов, милицией, а также с различными международными организациями. Социальная служба, организованная в пределах Гулрыбского района с 2019 года, стала для нас, для отдела образования, очень серьезным помощником во многих наших делах, потому что специфика нашей работы, она не позволяет объять все, что необходимо. А вот социальная служба взяла на себя очень много интересных обязательств. Скажу даже, что они иногда владеют информацией на порядок лучше, чем мы, потому что мы узнаем о таких детках, попавших в сложную жизненную ситуацию, да, мы узнаем об этом уже по мере того, как они появляются у нас в детских садах, в школах. А социальная служба имеет возможность объять даже тех детей, увидеть тех детей, которые еще за пределами учебных заведений. В Гулрыбском районе есть отделение государственного учреждения социальной службы. На сегодняшний день здесь на учете стоит 200 уязвимых семей. Как и в других районах Абхазии, отделение в Гулрыбше оснащено необходимым оборудованием и автомобилем, приобретенным при финансовой поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Это дает возможность оперативно реагировать на сигналы и выезжать на места, включая посещение семей на дому. В приоритете защита прав и интересов ребенка. Далее профилактика семейного неблагополучия, поддержка родителей, у которых родился особый ребенок, либо оказание всесторонней поддержки семьям, которые пережили психологическую травму, либо насилие. Чаще всего это могут быть семьи, где имеет место слабая опека со стороны родителей, либо опекунов, неоформленные документы, пособия, пенсии, либо неспособность семьи оформить их без социального сопровождения. Наша главная задача – сформировать у уязвимой семьи навыки самостоятельного преодоления кризисных ситуаций. Социальные работники придерживаются одного из основных принципов работы – это принцип конфиденциальности. То есть вся информация, полученная в ходе работы с семьей, она является конфиденциальной и то есть не подлежит распространению. 16 марта в Международный день социальной работы запущен официальный сайт службы социальной поддержки детей и семей, который станет еще одним важным шагом в развитии молодой структуры. В этом году совместно с детским фондом ООН ЮНИСЕФ мы разработали сайт на русском и абхазском языке. Он в очень удобном, структурированном виде представлен, где четко видна вся информация о службе, о том, как мы работаем, с какими сигналами к нам можно обращаться, способы обращений всевозможные. Там также есть очень удобный формат чата и заявки. Это может быть как от частного лица, так и анонимно. Сейчас на ваших экранах адрес сайта службы социальной поддержки детей и семей, а также телефоны отделений службы, куда вы можете обращаться за помощью. Сария Кварацхеля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.
В Сухуме открывается филиал Санкт-Петербургской футбольной академии «Зенит». С 19 по 31 марта в Абхазию приедут юные футболисты, подопечные команд «Газпром», Академии футбольного клуба «Зенит». Кроме того, планируется приезд официальной делегации вышеуказанного клуба. Распоряжением президента Аслана Бжания создан комитет, который будет отвечать за организацию учебно-тренировочных сборов, контрольных игр и церемонию торжественного открытия филиала. В него вошли представители Министерств внутренних дел, просвещения, туризма, здравоохранения, культуры, АГТРК, ВААК, СГБ. На состоявшейся 16 марта встрече члены комитета обсудили организационные вопросы. Отмечалось, что открытие в Абхазии филиала футбольной академии «Зенит» очень важное и значимое событие, и необходимо это мероприятие провести на должном уровне. Это ребята из «Зенита», которые к нам приедут на сборы, и чтобы официально открыть здесь академию в нашей стране Абхазии. Завтра к нам приедет руководство, приедет начальник охраны «Зенита», и мы скоординируем точные цифры, назначения, открытия и всех наших дальнейших планов. Но вы знаете, что в нашей стране все виды спорта идут очень трудно, но мы стараемся. А Академия «Зенит» – это самое большое для детей, для Абхазии, для нации, для наших детишек, чтобы мы больше детишек убрали с улицы и все занимались спортом. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду, 17 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и до полудня дождь, с грозой, в горах и предгорьях снег. Температура воздуха ночью 4-9, днем 11-16 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.